торжественно открыть школу предоставляется главе Республики Ингушетия Калиматову Махмуду Алиму Шариповичу и отличнику, прилежному ученику Исрафилу Божеву. Школа на 720 мест официально открыта. Дети, родители, учителя и жители Газиюрта с нетерпением ждали этого момента. Глава республики Махмуд Али Калиматов поздравил сельчан с этим радостным событием. Жалко, что мы это открываем не со всеми детьми. Но такая ситуация у нас, COVID-19. Поэтому праздник не омрачается, здание построено. Надеюсь, оно принесет самое лучшее для Газиюрта. И что здесь жители будут рады, особенно дети, потому что для них уют тоже важен. Знания, которые вы даете, еще важнее. Я думаю, что вы в будущем воспитаете их. Это будут у нас весь вектор профессий. Пусть они будут у нас докторами наук, профессорами в той или иной области. Я думаю, что вы приложите к этому сил, знаний, сколько вы можете. Потому что, в принципе, они же тоже здесь односельчане, они же все свои. Поэтому я думаю, что вы в душу вложите в это. Мы еще будем строить новые и новые школы. Мы будем развивать образование. Самое главное, качество нам нужно. Качество. Качество, чтобы у нас не уходили 70% в колледжи. Надо, чтобы они уходили у нас в высшие учебные заведения, чтобы, надо очень постараться преподавателям. Дайте им знания, дайте им знания. Это очень важно, чтобы уровень и качество наш поднять. Глава республики в окружении педагогов переступает порог новый альма-матер. Руководитель региона сразу отмечает светлый и просторный холл, а затем направляется в кабинеты начальных классов. Всего их тут 12. Здесь и игровая комната, и другие кабинеты для всестороннего развития подрастающего поколения. Конечно, да. Мы здесь прибирались. Мне очень нравится эта школа. Тем более у нас острая необходимость была в этой школе. Там школа у нас на 192 посадочных мест только. А на сегодняшний день, на 1 сентября, мы сажаем 400 детей. 3 кабинета математики, столько же для обучения иностранным языкам, музыкальный класс и большой актовый зал. В новой современной школе предусмотрено все, что будет способствовать полноценному учебному процессу. Оценивая созданные условия, глава региона подчеркнул, что на базе объекта можно смело проводить культурно-массовые мероприятия. Все общие мероприятия будете проводить? Да, проводить будем здесь, в актовом зале. Библиотека и читальный зал, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории. Дети смогут получить не только базовое, но и дополнительное образование. Ребята смогут развить свой творческий потенциал благодаря созданным здесь условиям. Больше всего мне нравится актовый зал, потому что не было условий, чтобы проводить мероприятия. А сейчас новая школа это позволяет. Также есть столовая, есть и спортзал. Есть все условия для того, чтобы учиться. А ты чем-то увлекаешься? Может, хобби у тебя какое-то? У меня есть. Я занимаюсь музыкой, поэтому... Музыкой, да? Да. Есть место для чтобы... Да, чтобы выступать. До открытия школы в сельском поселении функционировало только одно образовательное учреждение. Здание 1997 года давно обветшало и уже не способно было вместить всех учащихся. Новая школа полностью закроет вопрос с нехваткой мест. Она соответствует всем стандартам современной типовой школы. Здесь есть мастерские, для девочек мастерские, для мальчиков мастерские, кабинет логопеда, кабинет психолога. Осмотрев здание школы, Махмуд Али Калиматов пожелал преподавательскому составу успехов в их благородной профессии. «Наши дети – это наше будущее, и мы должны дать им достойное образование», заключил глава республики. Также следует напомнить, что в рамках реализации региональной инвестиционной программы в 2020-2021 годах в республике планируется построить 9 школ на 720 мест в каждой и 8 детских садов по 220 мест. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.